سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, собрав своих сподвижников, сказал: «Маза тастакбилун, ва маза ястакбилукум». Кто придет вам? Что вы ожидаете? Чего вы ожидаете? Что ожидает вас? После этого еще раз сказал: «Маза тастакбилун, ва маза ястакбилукум». Кто придет к вам? Чего вы ожидаете? Что ожидает вас? После этого в третий раз сказал то же самое. Таким образом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, попытался привлечь внимание сподвижников. И тогда Умар ибн аль-Хаттаб, радiyallahu та'аля анху, сказал: «Я Расулуллах, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, адуван хадар, что нас ожидает сражение и враги уже на подходе?» Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля, нет». После чего Умар ибн аль-Хаттаб, радiyallahu та'аля анху, спросил: если это не враги, то тогда что ожидает нас? Возможно, вахюн назаль, Всевышний не спаслал вам откровение. После чего посланник Аллаха сказал: ля, нет. И после этого посланник Аллаха сказал, что вас ожидает приход месяца Рамадан, благословенный месяц Рамадан, который является причиной ниспослания особой милости Аллаха. И в хадисах говорится, что первые 10 дней Рамадана Всевышний ниспосылает особую милость. Вторые 10 дней Рамадана Всевышний прощает все грехи и проступки человека. И последние 10 дней Рамадана Всевышний освобождает человека от огня ада. И благословенный месяц Рамадан, название этого месяца Аллах сам дал в Коране. Если же остальные месяцы были названы арабами, то месяц Рамадан, название этому месяцу Аллах сам дал в Коране. И Рамадан имеет корень 3 букв. Это Рамада, что в переводе означает раскаляться, сжигать, сгорать. То есть какое отношение Рамадана имеет к нам? То есть по причине этого месяца Всевышний сжигает все грехи и проступки человека. Поэтому это большая милость для нас. Сахабы, сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ждали Рамазан весь год. Это является благом для всех мусульман. В этом месяце нам необходимо увеличить количество благих поступков, делать больше добра, проявлять милосердие к тем, кто окружает нас. Поэтому это месяц, когда нам необходимо проявлять заботу, внимание к тем, кто окружает нас. И в этом месяце человек, совершающий один благой поступок, ему записывается как за совершение обязательного предписания. То есть, если человек совершает нафиль, дополнительное, какой-то любой дополнительный хороший поступок, который не является обязательным, но совершив его, человек получает награду как за совершение обязательной молитвы, то есть как за совершение фарза, обязательного предписания. Поэтому любые дополнительные мольбы, поступки, которые мы совершаем в этом месяце, являются причиной больших наград, которые приравниваются к фарзам, то есть как будто человек совершил фарз, обязательную молитву. То есть если же Рамадан является самым благословенным месяцем за весь год, то также в этом месяце есть самая благословенная ночь, ночь Кадра, Ляйлятуль Кадр, которая является также причиной ниспослания милости Аллаха. Это та ночь, когда ангелы спускаются на землю и говорят амин на мольбы мусульман. То есть, что бы мы ни попросили у Всевышнего, в эту ночь ангелы отвечают амин. И, соответственно, все мольбы будут исполняться. И здесь, в этом месяце, однажды, когда сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, спросили, пророк Мухаммад сказал своим сподвижникам, что раньше люди среди Бану Исраиль, то есть до того, как был ниспослан ислам, люди поклонялись по 80 лет. То есть их жизнь составляла чуть больше, и они поклонялись по 80 лет. И тогда сподвижники были огорчены этой вестью, что ведь наша жизнь всего-то составляет 60-70 лет, то как мы можем поклоняться 80 лет?
И тогда Всевышний ниспослал суру Кадр в Коране, где говорится, что ночь Кадра хайрум мин альфи шахар лучше, чем 1000 месяцев поклонения. 1000 месяцев приравнивается примерно около 80 годам. Но в Коране говорится, что не 80 лет, а лучше, хайрум мин альфи шахар, лучше, чем 1000 месяцев, не одинаково. То есть в этот месяц, в эту ночь совершенные нами поклонения будут приравниваться, как будто мы совершили 80 лет поклонения или лучше. И в эту ночь мольбы мусульман исполняются. В эту ночь Всевышний ниспослает свою милость. Но несмотря на всю благословенность месяца Рамадан, несмотря на всю благословенность ночь Кадр, 4 категории людей, которые понесут убыток. Даже несмотря на всю святость этого месяца и святость этой ночи, ночь Кадра, 4 категории людей, которые понесут убыток. Первое – это мудминаль хамар, человек, употребляющий вино. Второе – это аккуль валидайн, тот, кто разорвал свои отношения с родителями, тот, кто оскорбил и обидел своих родителей. Третье – кати ар-рахим, тот человек, который разорвал отношения с родственниками. И четвертое – это аль-мушахин, тот человек, который жаждет отомстить, в чьем сердце есть жажда мести, причинить кому-то вред. Поэтому это месяц прощения, где каждому из нас необходимо простить всех, кто причинил нам вред. И, конечно же, самым большим местом и положением для нас занимают родители. Поэтому в Коране Всевышний говорит, если же ваши родители достигли преклонного возраста, «Валя такуль лахума уф», даже тогда не говори им слово «уф». Да, родители часто, когда достигают этого возраста, их слова становятся для нас раздражительными, мы начинаем с ними ругаться, пререкаться, грубить. Но несмотря на все это, Всевышний говорит, даже если они достигли этого возраста, не говорите им слово «уф». «Валя тангархума», и не кричите на них, и проявите над ними крыло милосердия, как когда-то они проявили над вами. Когда вы не были в силах вытереть и вымыть за собой, накормить себя, это делали они. Поэтому родители имеют самое высокое местоположение в исламе. Поэтому, если же мы и обидели своих родителей, сказали что-то им, то, что могло задеть их сердце, нам необходимо попросить у них прощения. И если же родственники огорчены и обижены на нас, то также нам необходимо сделать первый шаг к примирению, попросить у них прощения. И, конечно же, если нам кто-то сделал вред, кто-то нам причинил зло, то также необходимо простить этих людей. Поэтому пророк Мухаммад ﷺ сказал, что мой путь, самый лучший путь пророка, это когда ты освобождаешь свое сердце от всех. Ты прощаешь всех тех, кто причинил тебе вред. Поэтому это месяц примирения, это месяц милости, когда каждому из нас необходимо проявлять заботу и внимание к тем, кто окружает нас, простить тех, кто причинил нам вред. И также необходимо понять, что месяц Рамадан – это месяц, когда мы соблюдаем пост, мы в дневное время дня, да, то есть мы не едим, не пьем. И целью поста, на самом деле, не является только воздержание от еды и воды или же еще каких-то вещей. Целью поста в первую очередь является довольство Аллаха, приблизиться к Нему, сделать Аллаха своим другом. Если мы найдем Аллаха, мы все найдем. Если мы Его потеряем, то все потеряем. Поэтому главной целью поста является приблизиться ко Всевышнему, сделать Его своим другом, сделать Аллаха своим другом. И также мы во время поста мы воздерживаемся не только от воды и питья, мы воздерживаемся от всего дурного и плохого. Мы сохраняем свои глаза от запретного, мы сохраняем свои руки от запретного, мы сохраняем свой язык от запретного. Поэтому пророк Мухаммад ﷺ говорил, что некоторые люди, соблюдающие пост, они не получат ничего, кроме голода и жажды. То есть по причине своих грехов, когда мы обсуждаем кого-то, сплетничаем, когда мы злословим за спинами других людей, когда мы совершаем греховные поступки, то наши савабы, награды за месяц Рамадан уменьшаются. И иногда уменьшаются настолько, что человек не получает ничего, кроме жажды и голода. Поэтому в этом месяце необходимо воздержаться от грехов. И пророк Мухаммад ﷺ, однажды собрав своих сподвижников, сказал: не сказать ли вам итог всей религии? Да? В исламе
сколько существует отделов, да, отдел благотворительности, отдел образования, чего только нет на самом деле. Ислам, он очень большой. Но пророк Мухаммад, ﷺ, однажды, собрав сподвижников, сказал: не сказать ли вам итог всей религии, итог всей религии? Тогда сподвижники сказали: о посланник Аллаха, конечно же, скажите. И тогда пророк Мухаммад, ﷺ, сделал вот так. Он взял руками за свой язык и после этого сказал: куффу гада, придержите вот это за зубами. То есть причиной разногласий, вражды, все, что происходит в мире, является язык. Поэтому сохранить свой язык за зубами, не говорить то, что может оскорбить или обидеть кого-нибудь, не обсуждать кого-то за его спиной. Это может причинить нам вред и очень сильно повлиять на этот священный месяц, когда мы можем лишиться больших благ. Однажды, когда пророк Мухаммад, ﷺ, Всевышний ниспослал ему откровение, вахи, где было сказано о том, как определить ночь Кадра. Знаете, да, что ночь Кадра, Ляйлятуль Кадр, она приходит на последние 10 дней Рамадана, но какой из этих дней никто не знает. Всевышний скрыл это от нас. И ночь Кадра, пророк Мухаммад ﷺ узнал о признаках об этой ночи и хотел объявить, сказать об этом своим сподвижникам. И когда он отправился к ним, в этот момент два мусульманина ругались, ссорились друг с другом. После чего посланник Аллаха забыл об этом откровении. Всевышний лишил бараката, благословения из-за того, что два мусульманина поругались друг с другом. То есть ссоры, ругань, вражда, которая происходит между людьми, влияет на благословенность этой ночи. Поэтому, если же мы кого-то обидели, оскорбили, попросить обязательно прощения. Также, если же среди наших родных и близких сложилась такая ситуация, может быть, кто-то не дружит друг с другом, примирить их. Те, кто примиряет, также удостаивается наград от Всевышнего. Поэтому, если же кто-то и обижен, если же кто-то не дружит друг с другом, то тогда попытаться примирить их. Поэтому это месяц, когда каждому из нас необходимо сделать наибольшее количество хороших, благих поступков, только ради довольства Всевышнего Аллаха. Таким образом, мы получим все награды, которые упоминаются в Коране и в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.